когда кажется, все известно. Игры стали бесценным опытом. И вроде бы все знают. Но все же есть возможность приоткрыть завесу. Пытаемся найти гримерки, вообще сюда не пускают. И узнать что-то новое. Медаль вообще огонь. Вместе работаем на объездах. И общаемся с людьми. Вам куда надо было? Это и многое другое. Вместе с Айсеном Николаевым. Объявляю 8-е игры «Дети Азии» открытыми. Долгожданные, яркие, запоминающиеся, такими победами, схватками и словами. Впечатления, эмоции вообще зашкаливают. Самая большая страна и самый большой ее регион вновь распахивает двери. Что мы ждем от праздника? Ярких впечатлений. А участники и гости начинают говорить на одном языке. Thank you very much. Thank you for all of the organization of this event, and we are happy, so happy. Здесь так болеют за своих, учатся побеждать и принимать поражение. Говорить на камеру. Давайте. И сразу после соревнований тоже. Прибежала, уставшая после 100 метров вчерашних. Но результат, думаю, хороший. 24 вида спорта, игры, которые зажигают звезды. А еще удивляют спортивным накалом. Настоящая радость для истинных болельщиков. Зарядиться энергией и поболеть. К месту финала по боксу приезжает и Айсен Николаев в спортивном костюме. Пара слов мэру Якутска, министру спорта, и взгляд устремляется в сторону ринга. Болеют зрители, переживают тренеры. И, наконец, выход спортсменов на ринг. Бой, который заставил поволноваться, как и оглашение имени победителя. Не успев освободить руки от боксерских лент, его тут же подхватывают журналисты. Не получалось сперва построиться под него. Но после первого раунда тренер посоветовал, и из-за этого я выиграл, можно сказать, на характере. Под занавес международных игр в Якутск прилетает зампред российского правительства. Внимание со стороны федерального центра, которое о многом говорит. Это он посещает строительную площадку крытого катка, где будут ледовая площадка, универсальный спортивный зал, отдельная площадка для керлинга. А еще зампред успевает насладиться спортивными баталиями. Вместе с главой Якутии награждает победителей и участвует в церемонии закрытия. Турнир подтверждает стремление стран строить равноправное международное спортивное сотрудничество. Фестивали спорта и творчества. Закрытие международных игр «Дети Азии», когда все уже позади, а в глазах эмоции, которые уже не забыть. Ни детям и их тренерам. Будем очень долго вспоминать потом, после этого. Это очень у нас в голове отложится. Ни жителям Большой Якутии. Конечно, я поздравляю нас, якутян. У нашей сборной, первой сборной, 25 золотых медалей. В дни, когда Якутия принимает международные игры, у главы как никогда жесткий график. Поездки, рабочие встречи, переговоры и звонки, которые не прекращаются даже во время прямых включений. Вопрос об эвакуации не стоит. В ходе этого прямого эфира Айсен Николаев без прикрас рассказывает о том, как в Якутии, где уже объявлен ЧС федерального характера, борются с лесными пожарами. Силы дополнительные, которые, возможно, сюда авиалесохрана федеральная перебрасывает. У нас свыше 1500 людей сейчас занято на тушении пожаров. Ну и с МЧС, вот после введения уже режима ЧС, мы тоже активно взаимодействуем. А еще обсуждают детали с заместителем министра МЧС России. Вопросы, которые решаются сообща. Еще одна из тем встречи – борьба с последствиями паводков и работы по берегоукреплению. Это дополнительные инженерно-технические сооружения, которые будут защищать в период весеннего половодья и паводков.
Похожие работы практически полностью завершены в Верхневилюйске, который в период подготовки к играм успевает посетить глава. Здесь за последние десятилетия практически 60-70 метров берега было разрушено. Уже возникла непосредственная угроза жилым домам, социальным объектам. Ну, еще одна приятная миссия здесь же, в Верхневилюйске. Айсен Николаев закладывает первую сваю детского корпуса Центральной районной больницы. Вот только прежде попадают в такое окружение. Желающих взять автограф настолько много, что едва не теряется телефон. А от эмоций время на словах прокручивается вперед. Рада, что Илдархан сам приехал и сам открыл. Ой, не открыл, а тухтенери. Оснащенный современным оборудованием, новый корпус появится благодаря национальным проектам. Реализацию новых в эти дни обсуждают на уровне правительства. Речь о продолжительной и активной жизни. Главной задачей этого национального проекта станет внедрение новых медицинских технологий. Стратегическая сессия и Москва. В том же ряду, где премьер, видим и главу Якутии. Регион становится показательным в сфере сбережения здоровья и помогает новым территориям. В хирургии оборудование 1957 года производства Карл Сейц ГДР. Рентгены стояли 82 года. В таком состоянии были медицинские учреждения. Тот самый исторический визит президента в Якутию и личная встреча Владимира Путина и Айсена Николаева. Мы все правильно делаем. Поездки по регионам, которые президент совмещает с международными визитами. Самый последний в Астану. Россия Федерация президента Владимир Путин. На саммит Шанхайской организации сотрудничества. Встреча за встречей и результат. Решение о полноправном членстве Республики Беларусь в Шанхайской организации сотрудничества принято. Вот так раздвигаются границы и ведется открытый диалог. В наших силах разрушить стены однополярного мира, устранив много противоречий и конфликтов. Беларусь впервые и в составе игр «Дети Азии». А на трибунах почетных гостей ее министр спорта. Сегодня вот это и объединяет, и показывает всему миру, как надо правильно относиться. Спорт – это та площадка, которая должна объединять людей, которая должна вести людей к миру, а не наоборот. Почти 14 соревновательных дней пролетает как мгновение. С открытия, которое словно было вчера. Все взгляды журналистов и видеокамер нацелены на стадион. Здесь проходят команды участников. Открытие в самом разгаре. Полные трибуны гостей, атмосфера, которая наполняет эмоциями от этого и радостно, и шумно. Айсен Сергеевич, ну что, состоялось открытие, праздник спорта, как оцениваете? Я оцениваю это как замечательный праздник спорта, мира, дружбы. Пусть игры «Дети Азии» несут свет и добро. Рядом с командами такая группа поддержки. И тот, кто синхронизирует движение. Момент, который важно запечатлеть, снимают участники. Кто на трибунах, а еще такие зрители до собственного архива. Эти кадры были сняты почти 30 лет назад. Поднимается флаг первых международных спортивных игр «Дети Азии». Игры, которые должны были объединять. Именно то, что было заложено еще в далеком 96-м году в основу этих игр нашим первым президентом. Теперь создают нечто большее. Игры «Дети Азии» уже давно стали кузницей идеалов олимпийского движения. И возвращаются на малую родину, в Якутию, уже в новом составе. Праздник, который объединяет тысячи и тысячи детей. 24 страны приехало к нам, сборные федеральных округов, регионов России. Сегодня очень хороший день, ну они счастливы, да. Это же локация только за час до начала открытия, когда только заходим на стадион. Трибуны только начинают заполняться гостями и снаружи, и внутри. Встречаем главу и его семью. Здравствуйте. 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 А еще президента Белорусского олимпийского комитета Виктора Лукашенко и министра спорта России обещает дать интервью. Ну и как без сюрпризов погоды. Порывы ветра настолько сильные, что едва не срывают экспонаты. Главное удержать, даже если вот так прилетает по голове.
А еще быстренько заклеить реквизит, чтоб не унесло в самый разгар церемонии. Выдержит скотч-то? Надеемся. Тут же у ворот встречаем творческую группу, последнее наставление от главного режиссера. Ну и комментарий, что ждать. Основные участники – это дети. Еще одна фишка, думаю, что это синтез архаики и нейросети. А это зрители уже отправляются в путешествие по арктической вселенной. А мы попадаем за кулисы. Чтобы добраться до нашей сборной, приходится вот такие вот обходные пути выбирать. По пути удивляем спортсменов своим появлением, откуда не ждали. А с волейболистом из Жиганска решаем поговорить об учебе. Удается об учебе-то думать, когда ты занимаешься вплотную спортом? Ну, вообще, да, но по истории не так уж. Ну давай, историю подтягивай, удачи тебе. В закулисьях театрального действа встречаем балерин, вот так ожидающих своего выхода. Исторических персонажей. Я извиняюсь, сам целый Петр Первый выйдет. Александр Невский. Знакомимся с нарядом главной героини, она же лунная дева. И вблизи разглядываем конструкции и экспонаты, которые скоро украсят центральное место стадиона. Ну еще из того, что видели только мы, кораблики дружбы, на каждый водружен флаг участника игр. То самое обещанное интервью министра спорта. Вы обещали приехать в Якутию, приехали, не пожалели? Да нет, я очень рад. Могу сказать, что организация на очень высоком уровне, открытие великолепное. А это великого спортсмена, который, как и многие другие гости республики, впервые посещает ИСЭХ. Знаете, как в культурологическом шоке от этой всей красоты. Просто невероятно. Место, откуда каждый уходит заряженным, пусть и под нашим четким взором. Ну что, какие ощущения? Место силы. Здесь же встречаем главу рядом с многонациональным народом Якутии. Знаете, вот сколько раз уже прикасаясь к этому Сергею в день ИСЭХа Туймады, я всегда прошу об одном, о том, чтобы благословила наши духи божества нашу землю, чтобы народ здесь жил и шел вперед. 99-й по счету Сергей устанавливают вместе. А вот она, сила народов. И благословение, как еще один очень важный обряд. Почетные гости делятся впечатлениями. Потрясающий праздник, какое количество красивых людей в национальных костюмах. Это, конечно, невероятно волнительно. Те, кем гордимся, поздравляют земляков. Два героя России, да? Тут сразу три. Как ощущения у вас? Для якутян это энергия солнца, энергия земли, очищение. Алексей, скажи, опять она пришла к микрофону. Вообще, благ и здоровья. ИСЭХ Туймады снова собирает тысячи якутян разных национальностей и возрастов. Здесь так просто можно стать своим. Угощайтесь, пожалуйста. Словно одна большая семья. Каждый год мы приезжаем на ИСЭХ. Это же ребятина. Вот это рыба-чир. Вместе слушают талгыз, который доходит до самых глубин души, и встречают солнце, заряжаясь энергией. И пусть каждый раз ИСЭХ привносит что-то новое, как, например, такой показ мод. У меня они вот двухсторонние, например. Или же открывает новые таланты. Трудно переоценить значение этих дней. Сколько мы сегодня встали? 7 утра встали, да, чтобы приехать, чтобы не опоздать. Которые спокон веков делают сильнее и объединяют народы Большой Якутии. Мы всегда жили очень дружно. Очень дружно жили. Мы всегда поддерживали друг друга. Еще до открытия ИСЭХа встречаем участников и участниц, пока только готовятся. Ларик, сними, пожалуйста, сапожечки. Женщины пока отдыхают перед трудным рабочим днем. А уже спустя полчаса начинают печь оладьи. Самое главное, это, конечно же, когда готовить с любовью. Чтобы угощаться самим и радовать гостей праздника. Очень вкусно, спасибо. Вот они проходят к своим местам. И начинается церемония с обрядами очищения. Важно, что почувствовал каждый. Это тяжелое? Да. Сколько примерно? Примерно 4-5 килограммов. Действом для привлечения изобилия никак без священных животных. Именно они родоначальники якутов, так говорится. Попробуй-то можно ее? Красавица. А это вступительное слово главы Якутии. Еще одна традиция ИСЭХа. Мы сохраняем свою культуру, мы развиваем ее и ведем ее вверх к мировым высотам.
тот день, когда Усть-Хатын снова превращается в настоящий город. Здесь словно целый город, никуда без указателей. Ну и транспорта такой тоже очень даже сгодится. Сейчас нам помогут оказаться там, где хотим. Поедем? По пути берем еще пассажиров. Садитесь, садитесь. И общаемся с извозчиком. Много желающих так прокатиться? Много желающих. Бесплатно. Ничего себе. Пункт остановки – город мастеров. Глава Якутии добирается сюда на похожем транспорте и тоже не один. Искусство, подвластное лишь мастерам. Такие талантливые люди вообще, я думаю, как можно так делать? С их работами знакомимся вместе с Айсеном Николаевым. Главе показывают лучшие работы. А я смотрю, кто-то на меня похож. Казалось бы, уже не удивить, как видит свой портрет, да еще из необычного материала. Урок лося. Как? Урок лося. Как возникла идея сотворить такое? Илдархан же это... Самый длинный день, который дарит надежду, наполняет смыслами и делает сильнее. Содружества, которые важны и в спорте, и на политической арене. Так стираются границы, чтобы строить планы и идти вперед. Через дружбу в спорте к миру на земле. Вместе с Айсеном Николаевым.